По результатам прокурорской проверки вынесен приговор по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибло 12 человек. Ленинский районный суд города Чебоксары Чувашской республики вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя республики. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения», повлекшее по неосторожности смерть 2 или более лиц. Установлено, что 11 октября 2018 года грузовой автомобиль марки Mercedes-Benz Actros под управлением подсудимого двигался по автомобильной дороге М7 «Волга» на территории города Чебоксары Чувашской республики. Около 19 часов в нарушение требований правил дорожного движения водитель допустил выезд автомобиля на полосу встречного движения, где совершил столкновение с пассажирским микроавтобусом марки Fiat Ducato. В результате произошедшего дорожно-транспортного происшествия из 19 находившихся в автобусе человек 12 погибли, 2 причинен тяжкий вред здоровью. Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности указанного лица в совершенном преступлении и назначил ему наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии поселения. Кроме того, ему назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил. Вынесен приговор в отношении жителя Маргаушского района по факту незаконного приобретения и хранения наркотического средства. Маргаушским районным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 25-летнего жителя села Маргауши Маргаушского района. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере». Установлено, что подсудимый 6 декабря 2018 года с целью приобретения и хранения наркотических средств в крупном размере, используя мобильную связь через сеть интернет, в процессе переписки с установленным в ходе предварительного следствия лицом, в отношении которого уголовное дело находится в отдельном производстве, договорился о приобретении наркотических средств и перечислил ему в качестве оплаты денежные средства в сумме 40 тысяч рублей. 13 декабря 2018 года около 10 часов в селе Маргауша Маргаушского района подсудимый, будучи в состоянии наркотического опьянения, в отделении почтовой связи получил посылку на свое имя с синтетическим наркотическим средством массой не менее 97,83 грамма и незаконно хранил данное наркотическое средство при себе. До момента его задержания суд согласился с позицией государственного обвинителя, признал указанное лицо виновным в совершении инкриминируемого ему преступления. С учетом характера и степени общественной опасности преступления личности виновного, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исполнительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил. Прокуратурой города Новочебоксарска проведена проверка по факту публикации в сети интернет информации о факте непроведения восстановительных работ после ремонта тепловых сетей. Проверкой установлено, что организацией ООО «Коммунальные технологии» после выполнения работ по устранению аварий и ремонта тепловых сетей города Новочебоксарска не завершено благоустройство территории на 67 объектах, где проводились земельные работы с раскрытием грунта, вскрытием дорожных покрытий и тротуаров. Так, администрации при наличии сведений о неисправности ООО «Коммунальные технологии», обязанностей по восстановлению благоустройства территории, земельных насаждений, газона, дорожных покрытий и тротуара после проведения земельных работ по устранению аварий и ремонта сетей теплоснабжения, предписание об устранении нарушений правил благоустройства территории города Новочебоксарска. Со сроками их исполнения в ООО «Коммунальные технологии» не выдавались. Меры по привлечению к административной ответственности по факту неисполнения предписаний не принимались. В связи с этим благоустройство территории города Новочебоксарска на месте проведения земельных работ не восстановлено. В этой связи прокуратурой города в адрес главы администрации города Новочебоксарска внесено представление с требованием об устранении указанных нарушений закона. Все сведения предоставлены пресс-службой прокуратуры Чувашской республики. Текст читала Ирина Константинова.